Взял третий заказ, еду. Час пришлось делать перерыв. Тут знакомым нужна была помощь, я его сделал. Еду теперь на третий заказ. С Ого-Го пока заказ не поступило, пока я был на линии, но поступает с Яндекса. Но в Яндексе очень большая комиссия. Сегодня ночью хочу полную смену отработать, потом понять, что да как, сколько приходится каждому водителю за сутки отдавать какую комиссию. Хочу вот это сам лично узнать и рассказать об этом. Телефон, видите, упал. У меня телефона держателя нет, но я уже подъезжаю к заказу. За пару минут приехал на Шопокова. Сумма поездки составила 81, но мне дали 100 сомов. Давайте будем считать чаевые. До этого было 20 сомов. Сейчас 19, 39 сомов чаевые. По Шопокова стою. Тут уже пробки. Впереди пробка и сзади тоже пробка. Но это сегодня воскресенье. Время 3:30, но с ЦУМа и с ГУМа Комфорт Плюс почему-то нет заказов. Обычно здесь заказов много бывает, видимо, только после работы по воскресенье. А так обычно здесь много заказов бывает, начиная после обеда. До обеда люди сюда приезжают, а после обеда начинают уезжать. Я только что видел черные Camry 50-го кузова, американец. Шашка у него была Джорго. Работает в Джорго на 50-й Camry, черная Camry была. Взял следующий заказ по Карпинке, дом 12. Ждем пассажира. А с Ого-Го пока заказов нету. Будем надеяться, что сегодня смогу выполнить пару заказов с Ого-Го тоже. Очень на это надеюсь. Если честно, я бы очень не хотел, чтобы две фирмы конфликтовали между собой. Но это бизнес, конфликта будет всегда. Но ради безопасности этого человека от руководства Джорго, чтобы Джорго не исключил этого водителя из своего сервиса, я его замажу лицо. Я думаю, будет так правильно. Но Аллах свидетель, что это не подставной человек, а человек просто подошел, поинтересовался моей машиной, как Соната вообще в целом, и сам по себе сказал, что работает в Джорго, и в Джорго вот такие вот планы. Но я лично не хочу быть причастен к конфликту или еще к чему-то, но что сказал, что сказал. Насколько правду он сказал или нет, я лично не знаю, не могу гарантировать то, что его слова были правильные, честные, правдивые, но судить вам. Siz Jorgo'da qancha ishda o'tasiz minivanman? Jorgo'da qancha ishda o'tasiz? 3000? Minivan ekonomi? Minivan iyi ekonomi? Ekonomda bizga chiqaryapti. Ekonom yo'qmi? Yo'q, bizga chiqaryapti. Ha. Ekonomchi. Sizlar только minivan ishlaysizlar-ku. Minivan 3000 chiqarib o'tasizmi, gryaznymi? Qancha zakazda chiqadi? 3000. 37 da chiqaram. 37 zakaz menanmi? 37 zakaz minivan bilan atqarib 3000 chiqarasizmi? 3000 tozami, yo gryazny? Yo'q, 37 da. Ha. Nima? Ertaga menki qayerda ishlaganman. Ertaga men 4 kun chiqaman, kechinda kirib ketaman. Ha. O'sha kunda vaqtda 5 so'm benzin var da. Atak jumush yaxshilaydi Jorgo'da? Sizga bu Yandex javobda bizda nima keldi? Предложение-chi? Qaysi Jorgo'ga keldi? Ha. Бесплатный nima qilasizlar? Bu deb. Bayağı ilgili biz Jorgo asılganda Kavova men aytqanda. O'shanda qilganda da qayerchi? Ясно. O'shanda bo'ladi. Az Jorgo Yandex'te jopgan harakat qildi o'shanda. O'shanda o'tadi. Ясно. С Карпинки Московской приехали в ЦУМ. Сумма поездки составила 83 сома. Мы его закрываем. Вот ЦУМ. Ждать, я думаю, здесь заказа пока смысла нету. Будем спускаться на Фрунзе и поедем в сторону Гоголя. Фрунзе Гоголя, где Империал здание. Оттуда тоже очень много заказов бывает. Как я вам уже сказал, поступил заказ с Яндекса именно с ЖК Империал.
Это на Фрунзе Гоголя. Не зря, да, получается, я приехал в этом направлении. Возле ЦУМа все равно не было заказа. Все, едем на заказ. Подача 300 метров. Вот тот здание по Фрунзе 300/3. Это ЖК Империал. Тут очень много заказов, всегда на комфорт. Так что приезжайте сюда. Если вы находитесь в этом районе, конечно. Здесь всегда много заказов. С Фрунзе Гоголя приехали в Бишкек-парк. Сумма поездки составила 129 сомов. Вот он, Бишкек-парк. Тут таксисты в 2 ряда, в 3 ряда встали. Тут есть только две причины, почему таксисты таким образом стоят. Вот и меня закрыли. Я ничего не могу сказать, то что он закрыл меня. Тут таксисты стоят в 2 ряда, в 3 ряда, потому что пассажиры заказывают машину заранее и не выходят. И тут таксисты собираются вот так в 2 ряда или в 3 ряда. Я бы очень посоветовал пассажирам заранее не заказывать такси, а лучше всего выйти на улицу на остановке и потом заказать. Или же просто водителям совет: не ждите возле остановок, возле торговых центров заказ. Тут реально мешаете к проезду. Поэтому желательно, вот видите, я сразу уехал, хотя мог подождать там, был бы заказ. Приехал сразу в караван, потому что уже рабочее время заканчивается и много заказов будет. Приезжаю в караван, вот, подъезжаю, то есть. Друзья, по-моему, самый раз подвести итоги. Выполнил я 5 заказов на сумму 688 сомов. Баланс у меня -1. Утром было 98. Получается, 99 сомов я отдал, чтобы заработать 688 сомов. 588 сомов чистыми получается. Комиссию у меня сняли 99 сомов. За эту сумму 688 сомов у меня сняли 99 сомов. Так и живем. Что-то я сегодня никак не могу ехать с ЦУМа. Приехали в Ред-центр. С Бишкек-парк сумма поездки составила 97 сомов. Ночью я думаю, уверен, что здесь будет заказ. Время 7 часов ровно. Все-таки мне удалось принять заказ с ЦУМа сразу же. Но опять же по Яндексу. Поедем на магистраль с ЦУМа. С ЦУМа мы приехали в Глобус по магистрали, 7-й микрорайон. Сумма поездки составила 167 сомов. Закрываем заказ, ждем следующий заказ. Потом Глобус, магистраль, Асамбай, 7-й микрорайон, в общем. Все вы знаете это место. Это, наверное, худший результат мой. Практически я сегодня не работал. Активность 97, рейтинг 4862. Толкун Сэм Логистик. Так, выполнил я 7 заказов на общую сумму 952 сома. Комиссия Яндекса составила 13%, это 124 сома. Комиссия Парк 1,5%, это 14 сомов. Пробег по Яндексу составила 32 километра, баланс -40. Работал по тарифу Комфорт и Комфорт Плюс. Давно не выходил в такси, обленился. Хорошо не получилось поработать, но примерно вот такие вот результаты. Сами посудите, сколько комиссию я потратил на Яндекс, на Таксопарк. В итоге какой баланс у меня. Общая комиссия сегодня составила 138 сомов. Баланс у меня минусовой. А по ОГО у меня не получилось выполнить заказ, так как не поступило. Когда я ездил по Яндексу, я ОГО выключал, может, поэтому не поступил заказ. Ну, в общем, вот такие вот дела. Сейчас уже планирую поехать домой. Я бы у вас попросил бы подписаться на мой канал, поддержать лайками. Напишите комментарий, на все вопросы я всегда стараюсь отвечать.
Дай бог, чтобы заказы были больше. Просто я, кроме Яндекса и кроме Ого-го, сегодня ничего не включал, так как у меня их нету. Сейчас я уже потихоньку двигаюсь домой. Проработал. На линии я сегодня был всего лишь 9 часов. Поработал, наверное, часов 7. Это очень слабо. Я отвлекался, не работал, заказ не принимал. Ну, одним словом, вообще сегодня сочковал. По этим причинам я плохо поработал сегодня. Но надеюсь, что у вас был сегодняшний день хорошим. Хорошо. Надеюсь, что вы сегодня хорошо заработали, а не как я. Но я обычно от 3000 выше по комфорту всегда зарабатывал. Даже в тот день я даже по эконому заработал 2200 грязи, 2300 даже. А сегодня по комфорту получилось вот так. Ладно, всем ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Подписывайтесь на мой канал, пишем комментарии, ставим лайки. Подписываемся на мой инстаграм канал, телеграм канал, на группу WhatsApp. Все ссылки будут в описании.